прапаганда гэта тое, з чым мы сутыкаемся штодня у навінах, у тэлеграм-каналах, у ток-шоу. Але ці аднолькавыя сёння наратывы Мінска і Масквы? Як паказваюць Украіну, як паказваюць адзін аднаго, як паказваюць саму вайну і як гэтыя вобразы змяніліся за апошнія гады? І вось пра тое, як улады канструююць карціну свету і як яе прапаганду распазнаць, зараз пагаворым з Андрэем Каліхам, аналітыкам ініцыятывы iSense, які ўжо не адзін год, трэба дадаць, даследуе беларускую і расейскую прапаганду. Так, Вітаем. люблю я беларускую і расейскую прапаганду. Вітаем. Вітаем. Прывітанне, жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна. Вы даследуеце прапаганду ўжо колькі год? Ну, працяглы час. Во-первых, я прошу прощения, что буду говорить на русском. Усё зразумела. Я занимаюсь изучением пропаганды с 2017 года. Мы начинали с украинскими проектами на тот момент. А на якіх метадах грунтуецца гэтая праца? Гэта збор апытанняў, ці гэта аналіз артыкулаў, як гэта працуе караценечка, калі? Это все. Но самое главное, что интересует лично меня, это уже не то, насколько смешон тот или иной пропагандист, а можно ли сделать на основе анализа пропаганды какие-то выводы о будущих шагах власти? Вот это самое главное. То бок, ўсё ж таки, вы пачынаеце, напрыклад, са Скабеева і Азаронка, Салав'ёва, а потым паглыбляецесь у сэнс, менавіта ў сэнс прапаганды і да чаго яна можа прывесці, так? Ці існуе нейкі канструкт анализу пропаганды? Так, все правильно, но начиная не с Азаренка и не со Скобеевой, а начиная с главного пропагандиста Беларуси, а именно Александра Лукашенко. Вот он задает главное направление, главные тренды, главные нарративы, которые потом используются другими пропагандистами в своей работе. А ці можна зараз сказаць, што маскоўская, то бок і расійская прапаганда вельмі падобная на беларускую, ці ўсё ж таки яшчэ пакуль ёсць нейкія адметнасці і нейкая розная павестка? Это две разные пропаганды, несмотря на общее внешнее сходство. Но прежде всего я должен сказать следующее. Российские пропагандисты, я уж не буду говорить про белорусских, это такие же военные преступники, может быть, не военные, это разберется следующий суд, как и военнослужащие российской армии, которые сейчас ведут захватническую, кровавую, агрессивную войну против Украины. Без пропаганды невозможна была бы агрессия, без пропаганды невозможна была бы война. И тот уровень ненависти и агрессивности общества был достигнут с помощью пропаганды. Вот это мы должны всегда повторять, не забывать о том, что мы имеем дело с преступниками. Они такие же солдаты Путина, только ведут свою войну информационными средствами, так скажем, с помощью медиа. Так, для нас вельмі дзіўна было, вось вы кажаце, гэта рознае, але нібыта ў 20-м годзе яны пачалі так збліжацца, і гэта было не тое, каб гэта была стратэгія. Да 20-го года на беларускам тэлебачанні ніколі не было гэтых абразаў, не было гэтых людажэрства, гэтага не было гэтага там паказваць твар нейкіх артыстаў ці журналістаў, паказваць, што вас заб'юць, ніякіх пагрозаў. То бок гэта не было стылем беларускай нават прапаганды. Прапаганда была такая агульная сялянская, скажем так. А ў 20-м годзе ўсё змянілася, і зараз яны вельмі падобныя. Ці гэта неяк змяніла тое, як глядач і людзі як гэта ўплывае на людзей? Людзі сталі больш агрэсіўнымі, людзі сталі рэагаваць так, як рэагуюць расейцы, напрыклад, на ту ж военшчыну. Ну, во-первых, вы прекрасно рассказали, как действительно происходило становление вот сегодняшней белорусской пропаганды. Надо прежде всего сказать, что до 2020 года она имела какую-то независимость или там, самостоятельность, по крайней мере. Были свои сюжеты, чисто региональные, чисто белорусские. А после 2020 года она, как и вся страна, попала в зависимость. Страна попала, может быть, в экономическую и финансовую зависимость, а пропаганда, пропагандисты и главная администрация президента, сам президент попали в идеологическую зависимость от Кремля, от кремлевских нарративов. Поэтому сейчас остались свои немногочисленные, я бы сказал, региональные сюжеты, как то ненависть против беглых, так называемых. Это чисто региональный сюжет, он оставлен на аутсорсинг, так сказать, белорусской пропаганде. А вот что белорусские пропагандисты обязаны делать, прям обязаны делать, это вот разжигать ненависть к Украине, к украинцам. Это особенно было видно в начале войны. В этом прямо это был приказ. Это был приказ из Кремля. Вы
не можете ничего говорить другого, и здесь полное сходство. При этом, естественно, мы знаем, что в Беларуси работают две группы телеканалов, это белорусские и российские, спокойно, да. Люди могут выбирать, какой уровень ненависти им больше нравится, вот, когда они смотрят эти каналы. Ну, что хочу сказать в защиту белорусских пропагандистов, надо сказать, что несмотря на тот уровень озлобленности, ненависти, который показывают некоторые из них, я уж не буду говорить фамилии, все равно присутствует, и это очень видно при анализе, присутствует такая общая формула. Это не наша война. И Беларусь никогда не вступит в эту войну. Я не знаю, вступит она или нет, но интенции в словах, что главного пропагандиста Лукашенко, что в словах его провластных, его подчиненных пропагандистов, комментаторов, нет такого. Они могут изрыгать ненависть и плеваться слюной ненависти по отношению к украинцам, злобничать по поводу Зеленского, но нет пропаганды на уничтожение, коей является российская пропаганда. А российская пропаганда прямо втянута в войну. Она участвует в войне. А як малює... Я ж пробач, цікаво назіраць, як тая самая варожасць, нянавісць распальваецца на прыкладзе далучэнні да Злучаных Штатаў Амерыкі. Пачыналася все як піндосы, стары дзед Трамп, ці там нехта. Потым гэта наш сябра Трамп, гэта Злучаныя Штат, гэта не піндосы, гэта нашы сябры. А зараз зноў піндосы і злучаныя, і стары дзед Трамп. Ну, нервуецца мужчына, ну, можа сабе дазволіць. Гэта ж так відавочна, гэта ж так смешна. Як беларуская прапаганда малюе Расею, напрыклад, раней гэта быў старшы брат, там, зараз, можа, гэта стратэгічны партнёр ці сябра, як яны вось будуюць гэты вобраз, і як расійская прапаганда, дарэчы, будуе вобраз рэжыму Лукашенка Беларусі, бо ну, таксама, яшчэ там 5 гадоў таму некалі пра гэта казалі з усмешкай пра Лукашенка, пра ягоную там ротарную жатку, пра абмалоты, усялякае такое іншае. Что касается белорусской пропаганды, старший брат, естественно, остался, и старшим братом именно называет Лукашенко Путина. Именно так обращается к нему. Мы со старшим братом поговорили. Это чувствовалось особенно, когда, вы помните, это было не так давно, шли разговоры о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Лукашенко был в восторге полном от того, что, значит, старший брат доверил ему, вот, кнопка будет у вас, только нажимать на нее будем мы, россияне. И царил некий восторг на белорусских провластных каналах от этого, и вот это вот было сильно видно. Значит, здесь видна идеологическая зависимость, конечно. То есть о старшем брате только хорошо, критика запрещена. Никакой критики невозможно совершенно. Лукашенко ездит на поклон в Москву или на Валдай. И здесь все ясно, вопросов нет. То есть, ну, зависимость. Что касается российской пропаганды, кремлевской пропаганды, о том, как она смотрит на Беларусь, ну, не так много присутствует Беларусь, к сожалению или к счастью, в кремлевских изданиях. Присутствует Украина как главный, центральный, магистральный пункт фокуса, так сказать, российской пропаганды и участие или неучастие Беларуси в какое-то втягивание в эту войну. Мы знаем, что Беларусь, даже не втягиваясь военными средствами, она все равно помогает Украине, поддерживает, прошу прощения, России, конечно, России, поддерживает Россию. И так или иначе все равно считается большинством экспертов и стран в мире соучастницей российской агрессии в Украине. И только в отношении вот этого аспекта, то есть войны в Украине, российская пропаганда иногда уделяет какое-то внимание Беларуси. А вось гэты вот ідэалагічны напрамак, то што крамы беларускамоўныя, крамы, якія гандлююць беларускімі традыцыйнымі рэчамі, напрыклад, возяць зараз іх зачыняюць. Гэта ж таксама прапаганда. Гэта русіфікацыя краіны. Ну, яны гэта падтрымліваюць. Гігін пасля гэтага кажа, што не будзе ніякага вяртання. Мы ўсё нацыянальнае будзем зачышчаць. Не тое слова, што падтрымліваюць. Гэта адзінае, што існуе ў Беларусі ў дачыненні да
нацыянальнае зачыняем, адчыняем расійскае. Вось гэта наратыў беларускай прапаганды ці ўсё ж такі гэта расійскай прапаганды на тэрыторыі Беларусі? Это нарратив советской пропаганды, мы так скажем. Ну, то есть, нет, если серьезно, да и вообще тема, конечно, для утра субботы, это такая не совсем веселая. Такое жыццё. Да, это правда. Уничтожение всего национального по версии белорусской пропаганды это борьба с беглыми, борьба с оппозицией, борьба с сопротивлением и так далее. Именно поэтому такая реакция болезненная на простые магазины, да, вот, которые вот совсем недавно были закрыты, и об этом громко говорилось в белорусских пропагандистских пабликах. Мы боремся с вот этой националистической заразой, националистами, да, вот как они говорят. Что побеждает? Побеждает белорусский советский флаг, который так и остается единственный символ. Погоня запрещена, бело-червоно-белый запрещен, все запрещено. И даже сейчас такие нейтральные вещи, как белорусские сувениры, да, какие-то надписи, какие-то футболки. Нават адзенне, моднае адзенне. Вуслікамі, з Усе гэтыя бренды валошкамі. УЧР, Совершенно верно. И я боюсь, что дойдет очередь и до белорусского языка. То есть те, кто учит специально и осознанно белорусский язык в Беларуси, воспринимались и будут еще сильнее восприниматься как оппозиционеры. Вот я боюсь, что дойдет до этого. А ці ёсць тэмы, якія беларуская прапаганда свядома пазбягае? Бо ну яны ж не пра ўсё кажуць. Яны калі адбываецца нешта непрыемнае для Беларусі, яны так: ой, нас тут няма, мы нічога пра гэта не ведаем. І самае цікавае, як вось гэты тэлеграм-каналы, гэтая прапаганда маўчыць, калі не ведае, як адрэагаваць і чакае рэакцыі свайго гаспадара. И такое часто видно. Это был самый яркий пример недавний. Это успешные удары украинских БПЛА по Москве. Очень эффектные и эффективные. Сённяшні так само, наприклад. Сегодня я еще не смотрел белорусскую пропаганду. Wildberries. Кофе и пропаганда меня ждут еще позже немножко. Но, да, Wildberries, действительно. Я видел только новости пока что. Но вспомним середины июня. Успешные и крайне зрелищные удары украинских БПЛА по московскому нефтеперерабатывающему заводу. И здесь надо отметить, мы специально отслеживали реакцию белорусских пропагандистов, ее не было. Да. Ее почти не было. И какие здесь могут быть причины? Первое. Но они не хотят тревожить население, конечно, негативными новостями. Это первая возможная причина. Вторая, им не спустили инструкцию, как реагировать. Не ведают, потому что это было внезапно. Да? И несмотря на то, что нужно было готовиться к этим ударам, и все знали, их невозможно было не заметить. Они были настолько яркими, демонстративными, зрелищными, что эти удары... Но, тем не менее, эти удары прошли мимо. Их замолчали. А караценечка фінальная, вось як зразумець, калі знаходзішся ў Беларусі, што перад табой прапаганда. Я не кажу пра заронку, там па твары ўсё бачна. А калі вось, напрыклад, чытаеш нейкі тэлеграм-канал ці нейкі партал, які сабе робіць выгляд, што ён там нават дэмакратычны і незалежны, як зразумець, што гэта прапаганда, на што увагу? Совершенно верно, это не только озаренок, и пропаганда может быть не только агрессивной, крикливой, злобной и так далее. Пропаганда ну, прежде всего, главный признак, наверное, все-таки это манипулятивность и односторонность подачи информации. То есть, если говорят и Лукашенко, и никакой критики нет, то это явно что-то приближенное к власти. Никакой критики, односторонняя подача информации. Лукашенко только хороший. Государство только хорошее. Беларусь прекрасная страна. Мы не спорим и не сомневаемся, что Беларусь прекрасная страна. Но если не встречается никакой критикой того, что происходит в Беларуси, это уже пропаганда. Самая лепшая краіна, самый лепшы прэзідэнт, самые лепшыя людзі. Да. Як толькі я чую такое, адразу ўсё, кропку. Да. Слухайце, 15 гадоў казалі гэта з тэлеэкранаў, розныя людзі, мне знаёмыя. Ніколі не было такого. І нікому гэта не перашкаджала. Дякую вялікі. З нами був Андрей Каліх, аналітик проєкту iSense.